От стены до стены 4 метра поместилось 2 рояля и несколько стульев. Но теснота музыканту не помеха. Произведения великих классиков ленские школьники сыграют в любом помещении. Это в здании Краеведческого музея. Сюда детская школа искусств переехала 5 лет назад. Здесь у нас находится камерный зал, как мы его называем камерный, потому что он концертному никак не соответствует. Мы сейчас дверь потихонечку откроем, потому что тут занятия идут. Я вам расскажу, значит, здесь для того, чтобы провести мероприятия какие-либо, нам приходится открывать вот так дверь. Открыть двери, поставить дополнительные стулья, иначе слушателя не разместить. В школе уже подзабыли о концертах в привычном виде. Решить проблему должно новое здание с 2 залами. Правда, пока они существуют только на бумаге. Ну, вы можете взять такие же серые, а вам сколько еще нужно добавить стульев? На полках в многочисленных коробках нотная коллекция классической музыки, учебники, награды, архивы и оборудование. В будущем их разместят в десятках кабинетах просторной новой школы. На 2-м этаже находятся классы художественного направления. Мария Тюленева постигает азы изобразительного искусства, мечтая стать архитектором. Ленчанка хочет выпускаться из эстетически красивой школы. Я очень жду переезда в новую школу, потому что, по крайней мере, снаружи она выглядит очень красивой. И это уже как бы радует. На самом деле, это здание находится довольно далеко, и я знаю, что многие добираются на автобусах, даже если живут там, довольно близко к центру. Педагоги Ленской школы искусств выпускают на свет пианистов, скрипачей, гитаристов, вокалистов и художников. Но это не потолок. В новой школе планируют открыть отделение для взрослых и новые направления, например, балет. Долго к этому шли, да, больше 11 лет, и все-таки добились того, что нас услышали и начали строить. Поэтому я думаю, что в любом случае школа будет построена. Конечно, мы ждем прямо с нетерпением все. Мне каждый раз, как мы собираемся на педсовете или какие-то у нас собрания, у нас педагоги все спрашивают: Татьяна Ивановна, когда же мы переедем в старое здание, в новое здание? Всем хочется туда перейти быстрее, обустроиться и начать уже работу на старом месте, но в новом здании. Пока строительство приостановлено. По информации администрации Ленского района, прежний подрядчик не выполнил обязательства. Специалисты готовятся к аукциону, чтобы выбрать исполнителя. Сдать объект нужно к концу 2026 года. Шоу должно продолжаться, и жизнь в Ленской ДШИ не останавливается. В школе проводят выставки, готовятся к конкурсам, а музыка по-прежнему наполняет каждый класс. В гостях хорошо, но дома лучше. Юные таланты Ленска заслуживают достойных условий, где они смогут раскрыть потенциал. Виктория Назина, Алекс Астин, медиакомпания «Алмазный край».